во-первых, Ваша честь, я сразу хочу сказать о том, что вы настоящее ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Брагина Михаила Анатольевича я просил бы суд не удовлетворять по следующим основаниям. Начну с позиции государственного обвинителя. У нас есть протокол задержания, да, 7 октября 2015 года, который государственный обвинитель сказал о том, что она является законной. В силу статьи 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса задержание любого гражданина может быть в соответствии с теми основаниями, которые указаны в статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Давайте сейчас прочитаем протокол задержания. По каким основаниям мой подзащитный был задержан? Пункт 13. Основания и мотивы и другие обстоятельства задержания. Написано: основания, предусмотренные статьей 91 УПК РФ. И все. То есть в протоколе следователь, задерживая моего подзащитного, вообще не указал никаких оснований. Нету их. Если бы они были у него, эти основания, то он, наверное, как грамотный профессионал, туда бы их указал. Раз не указал, значит, безосновательно моего подзащитного задержали и сейчас находится в клетке. Это первый вопрос. Второй вопрос, который мне хотелось бы сказать. Я понимаю, что здесь не ставится вопрос о виновности и невиновности моего подзащитного по подозрению в коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Но два слова все-таки хотелось бы сказать. Мой подзащитный первый раз, когда был допросен, дал показания о том, что подозрение необоснованное, и далее показания не давал не из-за того, что он не хотел давать показания, а из-за того, что следователь сказал, это не тот был следователь, а другой. Он говорит: я ничего не знаю, даже вопросов не знаю, какие вам задать. Это уже было 9 часов вечера. Ну раз ты не знаешь, извините меня, то мы так вот и написали о том, что нет, необоснованно он задержан и так далее. И сразу мы написали заявление о том, что на следующий день следователь Коробов его допросил. Ну, так оно и было. Еще одно могу сказать. Я надеюсь, следователь не будет отрицать этого момента. При его допросе Брагин очень подробно все рассказал. Очень подробно. Другой вопрос, что не очень подробно все написали. Значит, по эпизоду, даже я одну пропустил обстоятельства. По, скажем, по 299 эпизоду, не даст соврать мне следователь, Брагин прямо сказал о том, что он заплатил еще 6 миллионов рублей, чтобы войти в эти 24%. Правильно говорю? Было такое? Было. А в протоколе мы забыли... Мы исходим из тех документов, деловых замечаний, которые гласят. Да я понимаю. Содержание протокола суда гласил, замечания у подозреваемого и у вас, как защитника, присущие при допросе, не имело места быть, поэтому будем исходить из тех обстоятельств, которые зафиксированы. Просто, Ваша честь, следователь Жалоб здесь не присутствует. подавали, да? Если бы следователя здесь не было, я бы об этом говорить не стал, потому что он может или подтвердить, или мои слова опровергнуть. А так как он здесь присутствует, я думаю, что порядочный человек никогда опровергать то, что было, не будет. Ну, вопрос не в этом. Вопрос еще в другом, по коммерческому подкупу. По коммерческому подкупу. Значит, коротко могу только сказать о том, что те деньги, которые поступали, они поступали на счет партии, но не лично моему подзащитному. Все, на этом пока я закончу. Значит, в отношении оснований, которые в ходатайстве указаны как основания для заключения моего подзащитного подставы. Значит, что в ходатайстве имеется? Что он может оказать воздействие, попытаться воспрепятствовать установлению истины и может принять меры к уничтожению доказательств и продолжить заниматься преступной деятельностью. Хотя эти основания и указаны, однако, Ваша честь, в материалах, которые представлены следователем, вообще отсутствуют какие-либо доказательства, что мой подзащитный может воспрепятствовать установлению истины, может уничтожить доказательства, что может угрожать каким-либо свидетелям и так далее и тому подобное. То есть нет таких обоснований вообще. Поэтому, на мой взгляд, я могу утверждать о том, что этих оснований не имеется, а то, что указано в ходатайстве, оно
чисто голословно. На мой взгляд, Ваша честь, нет оснований доказывать о том, что процессуальный статус моего подзащитного является подозреваемым. Если же исходить из самого ходатайства, хотя и указывается, что он мой подзащитный подозреваемый, однако в ходатайстве отсутствуют всякие сведения, предусмотренные статьей 100 Уголовно-процессуального кодекса, который регулирует вопрос избрания меры пресечения в отношении подозреваемого. А там в законе сказано, что подозреваемому может быть избрана мера пресечения в исключительных случаях и при наличии оснований, предусмотренных статьей 97-99 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Давайте мы, Ваша честь, возвратимся к тому ходатайству, которое у вас имеется. Есть ли там какие-либо обоснования, которые бы свидетельствовали о том, что мой подзащитный, в отношении моего подзащитного имеются исключительные обстоятельства, и поэтому ему надо избрать меру пресечения? Я такого не слышал, не видел, прочитав, не заметил. И то, что государственный обвинитель и следователь сегодня вам говорили, таких обоснований не имеется. Я убежден, что как следователь, так и государственный обвинитель являются высококвалифицированными профессионалами, юристами. Они знают уголовно-процессуальное законодательство, знают статью 100 уголовно-процессуального законодательства, которая непосредственно регулирует вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Но, однако, они об этом не указали. В ходатайстве не представили и материалов исключительности этих обстоятельств. Значит, это о чем говорит? Значит, исключительных обстоятельств не имеется. А коль скоро, Ваша честь, так, вообще ходатайство, на мой взгляд, является не только необоснованным, но и незаконным, и поэтому, Ваша честь, суд не вправе его удовлетворить. Учитывая вышеизложенное, Ваша честь, я прошу вас в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Брагину Михаилу Анатольевичу отказать. Спасибо за внимание.